Доброго воскресного вечера. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Не летняя погода. На Башкирию надвигается буря. Ураган пришел со стороны Татарстана. Уже пострадал граничащий с республикой Ермекеевский район. Снесены крыши жилых домов, больницы. Солдаты в белых халатах. Врачи прошлись парадом по центру города. Впервые День медицинского работника отпраздновали в таком формате. Даже если не будет сил, найдем силы, чтобы бороться дальше. Должны победить однозначно. Спасибо медикам, лучшим представителям профессии вручили награды. Здесь нужно чувствовать плечо друг друга и быть уверенным в каждом сотруднике. Да или нет? Вопрос, ответ на который каждый находит сам. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало. Особенные выборы в особенных условиях. Каждый избиратель, который придет сегодня и в последующие дни на выборы, получает небольшой подарок. Вместо одного дня неделя работа избирательных участков продлена. Всем рекомендую это сделать пораньше, потому что вот сейчас в ранний час вообще здесь на участке очень мало людей. Парад состоялся на Красной площади спустя ровно 75 лет после шествия в 45-м. И во дворах у ветеранов праздник пришел домой к тем, кто сам уже передвигается с трудом. С праздником! Рукопожатие еще богатырское. Конечно. Праздничные шествия прошли по всей республике как альтернатива к крупному параду на площади в Уфе, от которого было решено отказаться. Торжественное шествие в этом году передвигается не по главным улицам Уфы, а можно сказать, по главным дворам этого города. В Ермекеевском районе ураганный ветер снес крыши жилых зданий и соцобъектов. Кровля повреждена у 6 частных домов и нескольких надворных построек в райцентре. К счастью, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. От непогоды пострадала и районная больница. Ветер повредил кровлю одного из корпусов медучреждения. Также частично разрушена крыша общежития. Ураган пришел со стороны Татарстана. Ермекеевский район как раз граничит с республикой. В соседнем регионе от сильного ветра, кстати, пострадали здания. Часть домов были застрахованы, выплаты им будут обязательно выплачены. Далее каждой семье по линии соцзащиты будут выплачены 5000 рублей. Также материальная помощь будет оказана и с администрацией Ермекеевского района. МЧС республики предупреждает и о дальнейшем ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, местами по региону ветер будет достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сломать ветки деревьев, так что автомобилистам лучше не оставлять под ними свой транспорт. Прогнозируются ливни, грозы и даже град. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 9 градусов, днем 15-20. На отдельных участках автодорог ожидается дымка, видимость ухудшится и будет составлять около 1-2 километров. Без тормозов. Смертельное ДТП произошло сегодня в Уфе в 4 часу утра. На проспекте Октября Lexus, двигаясь на высокой скорости, влетел в электроопору. Момент столкновения попал на видео. За рулем находилась 39-летняя уфимка. Женщина погибла на месте. Кто-то без мамы остался на утро. Тело водителя иномарки пришлось вырезать из искореженного салона спасателям с помощью гидравлических ножниц. Удар был такой силы, что детали автомобиля отлетели на несколько метров. Еще 2 пассажиров серьезно пострадали. По словам очевидцев, женщины находились под воздействием алкоголя, начато разбирательство. В инстаграм-аккаунте БашДТП, кстати, появилось видео, снятое незадолго до смертельной аварии. На нем видно, как точно такой же Lexus виляет по уфимским улицам и даже пересекает двойную сплошную. Сплошная. Даже двойную сплошную. О, бухой. В Уфе прошел парад медиков. Мероприятие организовано впервые как дань уважения к героям нашего времени. Медработники прошли по улице Заки-Валиди до амфитеатра возле Конгресс-холла, где для них организовали концерт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Лучшим в профессии были вручены награды. О том, как это было, в следующем материале. Калейдоскоп флагов, десятки полотен, как символы больниц, развивается в центре Уфы, словно знамена крепостей, что выстояли. И впереди колонны девиз этого дня «Спасибо медицинским работникам». Пускай здесь лишь малая часть медиков, около 500 человек, но такого события в республике не было никогда. Шеренгами медработники начинают движение в сторону Конгресс-холла. Не случайно выбран именно такой формат – парад медиков. Ведь кто обычно проходит строем по площадям и улицам? Солдаты. И именно врачи в этой войне с невидимым врагом и были этими солдатами, и остаются ими до сих пор.
И, конечно, самый тяжелый труд приходился на наших сотрудников, потому что там были непонятные, тяжелые больные, которых нужно было вовремя поставить диагноз и перевести в ковидный госпиталь те, кто страдает ковидом. Было страшно, мы думали, как справимся, но справились, слава богу, все было хорошо. Да, но впереди еще работа, и я не думаю, что это еще закончилось. Будем работать и дальше. Ну все, удачи, БСТ. Эти кадры мы сделали еще в мае. Леонора Хусаинова была нашим проводником в красную зону. Заведующая терапевтическим отделением клиники БГМУ вместе с дочкой, студенткой медуниверситета, отправилась лечить больных коронавирусом. Обход пациентов. Она старается зайти к каждому. Осмотрит, выслушает, поддержит. Надо активист, немножко вставать, двигаться, дышать, все время лежать не надо, ладно? Дыхательную гимнастику, к окну подходите немножко, да. С Леонорой Нурфаизовной нам приходилось общаться и в красной зоне, и по скайпу. И вот, наконец, встретились лично, без защитных костюмов. Она в числе тех, кто сегодня участвовал в параде. Однозначно, что вот как бы мир стал другой. Мы это вот почувствовали и поняли, что не будет возврата к другому, то, что было до пандемии. Мы поменялись, наши знания поменялись. Ну, как бы мы столкнулись с новой проблемой. Но я думаю, что... Считаю, что мы достаточно хорошо справляемся, что, как говорится, жизнь нас закаляет, делает сильнее. Даже если не будет сил, найдем силы, чтобы бороться дальше. Должны победить однозначно. Белым потоком вместо халатов – жилеты. Медики спускаются по лестницам амфитеатра. Концерт, но с соблюдением правил. Места на дистанции, у всех маски. На участниках оркестра теплые пледы, на гостях дождевики. Но начавшийся ливень не смог испортить праздника. Лучшие сегодня получали награды. И как заговоренные, все твердили – награду вручают одному человеку. Но вот заслуга это всей команды. Я хирург, а хирург в поле не воин. Хирургия, особенно хирургия, она требует большого коллективного труда. Конечно, вот те операции, которые мы выполняем, в том числе самая сложная операция, которая выполняется вообще, это трансплантация печени, она не может быть выполнена одним человеком. Поэтому это наш общий труд. Впервые в республике вручили орден Григория Аксакова. Его получают за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. Одна из 7, кто удостоился награды, Дина Мансурова. На сцену выходит, стесняясь. Не привыкла к такому вниманию. За эти пару месяцев жизнь для нее и ее коллег круто поменялась. С апреля этого года занимает должность старшей медсестры в госпитале для лечения пациентов с ОРВИ, осложненными внебольничной пневмонией, в том числе с подтвержденным диагнозом COVID-19. Здесь нужно чувствовать плечо друг друга и быть уверенным в каждом сотруднике, что врачи, что медсестры, что санитарки. Если один кто-то что-то сделает не так, будут страдать все. Я вот, например, поразилась человеческим качеством своих коллег. Взглянула по-другому. Всем огромное спасибо им. На них взглянули по-другому и те, кто по ту сторону, пациенты. Сегодняшнее мероприятие как попытка показать, медики нужны и их ценят. Наше желание, наша попытка сказать медицинским работникам спасибо. Спасибо. Спасибо за их тяжелый труд, за выдержку, за мужество. Мы вообще много уделяли медицине последние годы, но вот вы знаете, вот тот вызов, который пришел к нам с ковидом, он все-таки показал, что нам надо больше и больше внимания уделять медикам. Не только медицине, а самим медикам, людям простым. Вот просто люди, врачам, санитаркам, акушерам, фельдшерам. Поэтому я думаю, что нам еще есть над чем поработать. Сегодня, как своеобразный подарок республиканской медицине, на площадь возле Конгресс-холла приземлился новый вертолет «Ансат». Он пополнил парк санитарной авиации Башкортостана. Вертолет прибыл с авиационного завода лишь сегодня. И сразу после мероприятия его направили на дежурство. Небо, кстати, к концу праздника прояснилось символично, словно показывая, что после грозы обязательно выйдет солнце. И, наверное, один из самых трогательных моментов вечера, когда врачи начали вставать со своих мест. Едва заиграла эта музыка. А мы поняли, почему, лишь услышав слова песни. Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах. Анастасия Чебаева, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Итоги недели.
Но расслабляться еще рано. За минувшие сутки зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в Башкортостане 5267 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб. Продолжает получать лечение 2396 человек. 1713 переносят вирус в легкой форме и выздоравливают дома. За весь период от коронавируса в республике зафиксировано 18 смертей. Более миллиона жителей республики приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны. Оно стартовало на неделе. Вместо одного дня процедура в этот раз длится 7 дней. В Башкортостане работают 3395 участковых избирательных комиссий. Предусмотрено, как обычно, голосование с выездом на дом для определенных категорий граждан. А вот в новинку это санитарные меры, которые были предприняты для того, чтобы обезопасить избирателей. На участках выдают перчатки и маски, измеряют температуру, а к жителям выезжают в защитных костюмах. Подсчитывать голоса будут 1 июля после закрытия участков. О том, как решается будущее страны, о тех, кто за и тех, кто против, расскажет моя коллега Динара Таймасханова. Здравствуйте. Здоровый, слава Богу, спасибо. Несмотря на травму, Нурия Мансуровна захотела лично присутствовать на избирательном участке. Выборы в этом году, говорит, особенные. За президента депутатов голосовала не раз. А вот в изменении Конституции еще не участвовала. Традиционно исполнить свой долг – это каждый обязан. Я за то, что пенсию будут индексировать, что не будет двойного гражданства у чиновников, что там и защита животных, и защита культуры и так далее. Я полностью за изменение. Время течет и меняется Конституция. На выездном голосовании та же анонимность, но вместо привычных синих кабинок собственные дома. Поставить галочку избирателей выходит за порог. В наборе помимо бюллетеня медицинская маска, заявление и ручка, которая остается у голосовавшего. Заявку избиратели подали заранее. Члены выездной комиссии в защитных костюмах, масках и экранах. Участвовать в жизни, как говорится, страны. Чтобы страна процветала, чтобы мы могли детям будущее что-то дать. Ну и международную обстановку, чтобы поддерживать. В Орджоникидзевском районе Уфы развернули мобильный избирательный пункт. Навес под открытым небом. Сделано это для удобства. Но многие голосуют традиционно, придя на стационарный участок. На входе обработка рук, замер температуры и выдача масок с перчатками. Приспустить их можно лишь для идентификации по документу. Данные паспорта члены комиссии приноровились записывать с расстояния. Здесь я прописан. Сюда приехал голосовать. И всем рекомендую это сделать пораньше, потому что вот сейчас в ранний час вообще здесь на участке очень мало людей, и можно сделать это с соблюдением всех эпидемиологических норм, с соблюдением социальной дистанции. На участке, видите, выдают и перчатки, и маску, и одноразовые ручки. То есть гораздо безопаснее прийти на участок для голосования, чем сходить в магазин. Вместе с супругой на избирательный участок пришел глава Башкортостана. Первый право отдать свой голос Ради Хабиров предоставил жене. И только после этого руководитель республики выразил свою позицию в бюллетене по поводу поправок в Конституцию России. На самом деле мы выбираем такое спокойное, поступательное развитие, наше спокойное будущее. Все-таки, вы знаете, Конституция, она должна отражать вот происходящие изменения. И это такой, не должен быть такой мертворожденный документ, он не должен быть вот раз и навсегда данным, потому что общество меняется, жизнь меняется, международные отношения меняются. У нас у всех дети есть, внуки уже есть, и мы должны понимать, что мы после себя оставляем. Поэтому я думаю, что это вот действительно осознание, понимание того, каким будет наше будущее. Предлагаемые изменения в законе страны пришлись по душе не всем. Уфимский писатель и журналист Игорь Савельев поставил галочку в графе «Против». Имея прописку в Москве, он голосовал через сайт госуслуги, кстати, на котором можно узнать адрес вашего участка, зайдя в личный кабинет. Писатель отметил, что гражданский долг он отдал, проголосовав, а вот за или против – это дело каждого. Я проголосовал против этих изменений. Я лично посчитал, что я не могу оставаться в стороне, когда решается судьба основного закона моей страны, и когда мой сын подрастет и спросит меня, а что я делал, когда происходило это не совсем конституционное, на мой взгляд, действие, я отвечу, что я пришел и выполнил свой гражданский долг.
К столику с санитайзерами подходит уже после голосования. Нет, обрабатываться еще раз не нужно. Это уже с собой. Все-таки событие пришлось на пандемию. А еще каждый избиратель забирает с собой «Спасибо». Это акция, которая дает право на получение скидок до 10% в магазинах, музеях, аптеках и различных других учреждениях. Эта акция, ее создали предприниматели, Союз предпринимателей нашего города. Каждый избиратель, который придет сегодня и в последующие дни на выборы, получает небольшой подарок. Он получает браслет, который дает возможность получить скидки. На участках отмечают высокую явку, ожидают до 90%. Проголосовать за или против поправок в Конституцию можно еще в течение 3 дней с 8 утра до 8 вечера. Вечером 1 июля избирательные участки закроются. Начнется подсчет голосов. Динара Таймасханова, Лилия Курбанова. Итоги недели. Параллельно, кстати, идет еще одно голосование за то, чтобы Уфе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Уже вовсю идет сбор подписей. В Музее истории города Уфы свой голос за присуждение столицы этого звания оставил глава города Ульфат Мустафин, митрополит уфимский сельтамакский владыка Никон и народный артист РСФСР Фидан Гафаров. Принять участие в сборе подписей могут все жители республики старше 14 лет. Проголосовать за присвоение Уфе звания «Города трудовой доблести» можно в Музее истории города Уфы, а также на избирательных участках голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На неделе почтили павших в День памяти и скорби 22 июня. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. На защиту Родины встал и народ Башкортостана. На фронт ушли более 700 тысяч наших земляков. Многие не вернулись обратно, пав смертью храбрых на полях сражений. В честь героев на Сергиевском кладбище в Уфе зажгли свечу памяти. Символ благодарности ветеранам. Звезда, украшенная белыми голубями, появился и у подножия памятнику Александру Матросову. В этот же день на площади перед столичным железнодорожным вокзалом открыли мемориал, посвященный участникам войны и тем, ради кого они проливали кровь. А ночное небо по всей республике озарили лучи победы. Азат Садриев о том, как это было. Список погибших словно бесконечная летопись. Некоторые фамилии повторяются. За родину сражались до последней капли крови целыми семьями. Минутой молчания на Сергиевском кладбище почтили память сотен солдат, которые умерли в годы войны в эвакуированных госпиталях Уфы. В День памяти и скорби вспоминали не только тех, кто погиб на фронте, но и тех, кто ждал своих защитников дома, кто ковал победу в тылу. В Уфе открыли скульптурную композицию, состоящую из 9 фигур – солдат, их родителей, жен и детей, которые пришли проводить родных на вокзал. С первых дней войны эшелоны с солдатами из Башкортостана отправлялись на фронт с Уфимского железнодорожного вокзала. Но сегодня об этом мало кто думает, начиная свое путешествие на поезде. Теперь напоминанием будет служить памятник на Привокзальной площади. Мероприятие сопровождалось под музыку военных лет в исполнении оркестра. Эти же песни провожали каждый эшелон, отбывающий в самое пекло боев. Отсюда, под марш прощания славянки, на фронт уходили сотни тысяч наших земляков. Уходили отцы, мужья, сыновья, дочери. Искренне веря, что все они непременно вернутся домой, живыми и с великой победой. В годы Великой Отечественной войны Башкортостан отправил на фронт более 700 тысяч своих сыновей и дочерей. Из них почти половина не вернулась домой, пав смертью храбрых на полях сражений. Спустя 75 лет потомки чтят память своих героев. И новый памятник землякам, ушедшим на фронт, яркий тому пример. Помнят каждого защитника Родины и в деревне Айгир-Ялова Белокатайского района. Здесь открыли мемориальный комплекс, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Построить его помог Вадим Исламов, у которого оба деда ушли на фронт из этого села и погибли в боях. Комплекс был построен на семейные деньги, то есть согласование супруги. На данный комплекс я копил, наверное, 3 года. Кто-то копит на машину, но я... Да, копил на данный комплекс.
На главные события года пришли все жители деревни. Некоторые принесли фотографии своих отцов, дедов и прадедов. История каждой семьи здесь связана с Великой Отечественной войной. Внуки победителей знают, через что пришлось пройти их предкам ради мирного неба над головами своих детей. Это наш прадед Гумеров Ахат Гумерович. Он воевал на войне. Он попал в плен к немцам. Его обливали холодной водой и жгли пальцы огнем. На памятнике изобразили битву за Сталинград и водружение флага Советского Союза над Рейхстагом. Раньше остальных будущий постамент увидел 14-летний Артем Ахметьянов. Мальчик не подсматривал за строителями, он им помогал. Когда все начали строить, я тоже сюда подошел, предложил помощь, и они согласились. Я так и работал, помогал им. А что делал? Бордюры заливал, бордюры ставил, цемент мешал, воду таскал. С деревни Айгерьялова на фронт отправились 84 местных жителя. С победой домой вернулись далеко не все. Имена каждого участника Великой Отечественной высечены на плите памяти. Всего за годы войны за родину сражались более 6,5 тысяч жителей муниципалитета. Живыми домой вернулись чуть больше 2400 человек. В их честь ночное небо над райцентром озарили мощные прожекторы. Таким образом, активисты поддержали всероссийскую акцию «Лучи Победы». Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа и Белокотайский район. Амбициозные планы до 2024 года остаются, но они могут быть скорректированы при ухудшении экономической ситуации. Об этом решении на этой неделе объявили власти Башкортостана. Ради Хабиров представил доклад о деятельности правительства по итогам прошлого года. О главных заявлениях и установках в материале Екатерины Тимиряевой. Амбиции дали результаты, показали динамику развития всего Башкортостана. 2019 год в истории республики запомнится таким. Ради Хабиров, представляя отчет о деятельности правительства, отметил, что благодаря национальным проектам, федеральным и республиканским госпрограммам достигнуто снижение смертности, бедности, повышение доходов населения в прошлом году. Экономика на новом этапе. Мы вошли в десятку регионов-лидеров в сфере строительства. Ввод жилья достиг почти 2,4 миллионов квадратных метров. Жилье получили почти 1600 обманутых дольщиков. Хотя работа здесь предстоит еще очень большая, но мы четко понимаем, что нужно делать для того, чтобы решить эту очень непростую задачу. Результатом системной работы стал рост объема инвестиций почти на 14%. И считаю это настоящим прорывом. Первый вице-премьер Башкортостана Андрей Назаров подробно рассказал о ситуации в отраслях. Он отметил, что амбициозный 310-й указ, которым устанавливаются планы до 2024 года, остаются в силе и потребуют еще больших усилий из-за пандемии коронавируса. В приоритете – социальная сфера. 310-й указ готовился и направлен на работу до 2024 года. Корректировка, которая, возможно, была в связи с распространением коронавирусной инфекции и теми затратами дополнительными и осложнениями в экономике, которые в связи с этим произошли, но в связи с тем, что это достаточно короткий пока период, эти изменения происходят, мы считаем, что на данном этапе корректировка не требуется, потому что те задачи в 310-м указе, они более глобальные. И на данном этапе мы считаем, что они вполне выполнимы правительством и всеми участниками процесса. Если необходимость будет корректировки, если будут какие-то дополнительные осложнения в экономике или в целом в ситуации в стране, ну тогда вернемся к этому вопросу. Мы продолжаем участвовать в 5 пилотных проектах. Благодаря этому привлекли в республику дополнительно более миллиарда рублей. Также нужно сказать, что прорывными были решения, которые принял Ради Фаритович в прошлом году, например, по сертификатам для детей-инвалидов. Уже на сегодня 1500 семей воспользовались этими сертификатами, и очень хорошие отзывы. Башкортостан завершил год с наибольшим темпом роста промышленности за последнюю пятилетку. Лучшие результаты показали Башнефть, Газпромнефтехим Салават, Нефас, Башмедь, Азна, Башкирская содовая компания и Скош. В 1,5 раза вырос экспорт продукции АПК. Это заседание Госсобрания стало последним весенней сессии. Депутаты рассмотрели более 70 вопросов, а также определили планы на осень. Из значимых – усложнение процедуры развода для защиты детей, а также защита здоровья подростков.
Зачастую матери с детьми остаются в условиях, которые непригодны для проживания детей. Поэтому закон защищает права детей на то, чтобы и после развода второй родитель участвовал в решении жилищных вопросов этих детей. При получении ипотеки, при получении кредита, при покупке жилья, которое пригодно для жизни. Мы разработали законопроект, по которому запрещается продажа газовых баллончиков детям до 18 лет. Соответственно, это баллончики для заправки зажигалок, для заправки плит и так далее. Поэтому мы сейчас принимаем в первом чтении и дальше еще пообсуждаем, какие будут поправки. В своем выступлении глава Башкортостана обозначил вектор развития на будущее – только вперед. Он сказал, что общество еще больше сплотилось в борьбе с коронавирусом. Движение, как сказал Ради Хабиров, спокойное и уверенное. И у Башкортостана получится выйти в лидеры по всей стране по развитию экономики. Екатерина Тимиряева, Роберт Давлетбердин, Владимир Шевчук. Итоги недели. Вновь в строю. Накануне по реке Белой после долгого простоя совершил свое первое прогулочное плавание теплоход «Чайка». О легендарном судне, которое славилось популярностью среди уфимцев и гостей города, практически позабыли. Первыми пассажирами теплохода стали волонтеры, помогавшие во время пандемии коронавируса. Проплыть по просторам главной водной артерии республики. Вместе с ними не упустил возможности и наш корреспондент Руслан Батыргареев. Первый прогулочный выход на воду после двухлетнего простоя в доке. Уфимцы уже стали забывать об этом теплоходе. Но «Чайка» вновь в строю и проплывает по просторам реки Белой. За штурвалом ее бессменный капитан Юрий Фаезов, изрядно соскучившийся по родному судну. Для него это уже 22-я навигация на «Чайке». 2 года теплоход стоял. И вот в этом году у нас как пробные рейсы. Как радуем гостей города, уфимцев, с речными прогулками по реке Белой. Возможно, «Чайка» так и осталась бы лишь в воспоминаниях уфимцев, но удержаться на плаву легендарному теплоходу, как и в целом Бельскому речному пароходству, помогла республика. Предприятие находилось на грани банкротства. Благодаря вмешательству Радия Хабирова ситуация начала меняться. Был разработан проект по выходу из кризиса. С начала года глава Башкортостана дважды побывал на судоремонтно-судостроительном заводе. Давайте сделаем по-нормальному. Поменяйте двери, обшейте, так? Что вы еще хотите? Понятно, полы там, может, постелите что-нибудь. Мебель поменять. Мебель. Вот раз зашли, да, Рафинович? Зашли, лучше там добавим чуть больше. И немного. Одну сделаем нормально. Ну, сюда стыдно людей водить. Это рабочая поездка Радия Хабирова на судоремонтный завод 20 февраля этого года. Тогда глава республики дал поручение отнестись серьезнее к косметическому ремонту судна. Все это хорошо слышал и бессменный капитан «Чайки» Юрий Фаезов, который спустя примерно полгода вернулся с родным теплоходом на просторы Белой. Позади ремонт подводной части судна, винтов, гребных валов и дизелей. Молодежь, вы первая. Вот эта беленькая «Чайка», она несколько лет стояла в доке, ржавела, гнила. А сейчас мы ее почистили. Я откровенно скажу, я хотел прокатить на ней ветеранов Великой Отечественной войны на 9 мая. Но вы помните, как тогда было все жестко, и мы побоялись просто ветеранов собирать. Сейчас чуть попроще, и поэтому первое здесь молодежь каталась. Надеюсь, вам понравилось. Это выступление Радия Хабирова на фестивале молодежи, который прошел в эту субботу на набережной реки Белой. В подарок от главы республики 3-часовые прогулки для участников праздника. Первыми пассажирами легендарной «Чайки» стали волонтеры из разных уголков республики, активно работавшие во время пандемии коронавируса. В 2014 году, когда я приезжала поступать в ВУЗ, в Уфу, один раз катались на этом теплоходе. И вот повторная прогулка. Уфа очень изменилась, набережную не узнать. А скоро посмотреть с воды на набережную можно будет не только с «Чайки». Во время последнего визита Радия Хабирова на судоремонтный завод было принято еще одно судьбоносное решение. Руководитель региона поручил рассмотреть возможность финансирования ремонта судна, названного в честь народного артиста СССР. Культурно-агитационный теплоход, он так назывался, носящий имя нашего прославленного Руслана Барякова, ходил по реке Белой с 90-х годов, и было очень много экскурсий краеведческих. Также он нес миссию прославления, соответственно, всей культуры нашей республики, потому что имя Руслана Барякова, оно народного артиста СССР, оно известно всем.
Это будут совершенно другого уровня экскурсии и прогулки по водной глади. Теплоход, носящий имя Арслана Мубарякова, должны восстановить к концу лета. А пока насладиться красотами столицы республики вдоль ее побережья можно будет на «Чайке», которая стала первой ласточкой в большой работе по оздоровлению башкирского речного пароходства. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моей коллеги. Еще по 10 тысяч. Именно столько будет выплачено в июле всем российским семьям на ребенка от рождения и до 16 лет. Те, кто получал подобные пособия в июне, получат новое автоматически. Никаких документов подавать не нужно. Кто не оформил заявление еще на первые выплаты, могут это сделать в отделениях пенсионного фонда или через госуслуги. По словам Владимира Путина, единовременное пособие на каждого ребенка получит 28 миллионов детей по всей стране. Взятка в особо крупном размере. В Башкортостане задержали сотрудника налоговой службы и его посредника. Мужчины незаконно пытались получить более 1 миллиона 700 тысяч рублей. По версии следствия, в мае подозреваемый обратился к директору 2 фирм с предложением за взятку освободить организации от полноценной налоговой проверки. Женщина сначала согласилась, но затем передумала и написала заявление в полицию. В конце июня обвиняемый пытался получить через своего родственника деньги бизнесвумен, но посредника задержали. Сейчас решается вопрос об избрании инспектору ФНС меры пресечения. Смотри, чего. Ребенок в эпицентре скандала. В Нефтекамске сегодня утром работники супермаркета поймали мать-воровку. Женщина забила под завязку нижний ярус детской коляски различными шампунями и гелями для душа. В какой-то момент малышка чуть не вылетела из сиденья. Обезумевшие женщины в пылу битвы едва не разорвали люльку на несколько частей. Крупное ДТП, в котором пострадали 2 детей, произошло на этой неделе в Мишкинском районе. Авария с участием 4 автомобилей случилась на мосту автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Столкнулись фура, автоцистерна с дизельным топливом, легковая и автобус «Нефаз». Спасатели своевременно предотвратили возгорание топлива. В результате ДТП 1 человек погиб, еще 3 пострадали. Дети выжили, спасатели их достали из искореженного автомобиля. 11-летний ребенок утонул на Шаранском водохранилище в Башкортостане. Еще 1 человек утонул на озере Светло в Нефтекамске. Около 4 часов утра мужчина решил искупаться в городском пруду, в месте, где стоят запрещающие знаки. Тело спасатели обнаружили спустя лишь 8 часов. Его личность установлена. Это 27-летний местный житель. Еще одна смерть. 22 июня в деревне Исяново Баймакского района на озере Талкас утонул мужчина 1984 года рождения. В очередной раз стал папой. У голкипера хоккейного клуба Салават Юлаев родился ребенок. Фото с малышом финский легионер опубликовал в социальных сетях. Помимо новорожденного сына Юхи Мецева и его жены уже есть 2 дочери. В республике прошли личные парады для ветеранов и тружеников тыла. В Башкортостане массовый праздник решили не проводить. Героев поздравили лично. Шествия пришли и приехали к ним под окна. Как это было, расскажет моя коллега Лилия Курбанова. С праздником! Ну, рукопожатие еще богатырское. Конечно. Ему уже 97 лет, но крепкое рукопожатие со всего размаха по-прежнему визитная карточка Хасана Рахимовича. В этом году, правда, с отличительной чертой – в защитных перчатках. В тяжелом пиджаке, увешанном многочисленными наградами, считает своим долгом поздороваться с каждым, кто пришел на торжественное шествие под его окнами. Вот это тоже служение своему знаю. И всегда. Это, знаете, как долго все ждать, пропускать. День Победы для них – семейный праздник. Жена Хасана Рахимовича Сайма Шаймухаметовна – труженица тыла. В 12 лет она работала в колхозе, выращивала хлопок для ваты и бинтов, которые отправляли раненым солдатам на фронт. В этом году, 24 июня, как и 75 лет назад, у нее сразу 2 праздника. У меня день рождения, да. 91 год. Да. Я труженица тыла. Проработала во время войны с детства. Круглой сиротой. Отца убили на фронте. От матери осталось с 3 лет.
Ну, я круглой сиротой работала с 13 лет до конца, до конца войны. Торжественное шествие в этом году передвигается не по главным улицам Уфы, а, можно сказать, по главным дворам этого города. Как и принято, в параде принимает участие техника. Танки, конечно, под окна заезжать не стали, ограничились легковыми автомобилями. Но даже такой мобильный парад для ветеранов мог не состояться. Для шествия требуется место, а под окнами жильцы оставили автомобили. Заранее просили убрать. Во дворе работал эвакуатор. 21. 21? Ну, я уже 21 год под Курском уже был. Новому поколению бойцов наставления, но пожелания все-таки мирного неба. Григорий Иванович прошел всю войну, прошел буквально пешком, командовал расчетом. Награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени и орденом Боевого Красного Знамени. Ветерану без году век, но настрой боевой. 99 лет – это немало, но я еще в боевом строю, как говорится, я еще поживем. Поживем, будет все отлично у нас. Республика помнит, в Баймакском районе перед домом ветерана строевым шагом прошествовало боевое братство. В Чекмагушевском скромно, но постарались не забыть о каждом. В Давлеканово сыграл оркестр. В память о погибших возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. В Мелеузе и Стерлитамакском районе слова благодарности. Ветеранам в этом году вручали мобильные телефоны с безлимитной связью. Большое спасибо, что нас не забываете, нас не забывайте. Тогда, в 45-м, никто заранее не знал, что самый долгожданный день наступит 9 мая. Первый парад Победы прошел тоже 24 июня. На подготовку дали месяц. Шествие принимал маршал Георгий Жуков. Сегодня, как и 75 лет назад, люди едва сдерживают слезы. Другие снимают на телефоны. Это новый формат для сохранения старых традиций. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.